МВД России требует вывести из страны всех нелегалов. Правозащитники призывают Россию не выдавать таджикских активистов. 10 лет закону об ответственности родителей за воспитание детей. Коллеги, я бы здесь хотел к вам с просьбой обратиться. МВД России потребовало от властей стран постсоветского пространства вывести до 15 июня своих граждан, находящихся в России на нелегальном положении. Об этом на заседании Межпарламентской ассамблеи Содружества заявил заместитель главы МВД РФ Александр Горовой, передает РИА Новости. И если мы с вами вот эту численность до 15 июня не уберем, как того подразумевает указ президента, эти люди будут подвергнуты наказанию вплоть до выдворению и закрытию границ. Мне бы хотелось, чтобы вы в своих государствах посредством работы со средствами массовой информации, блогерами местных государств провели агитационную работу. Больше всего нелегальных мигрантов из Узбекистана – более 332 тысяч. На втором месте расположился Таджикистан – 247 тысяч. Следом идут Украина – 152 тысячи, Азербайджан – 120 тысяч, Киргизия – 115 тысяч, Армения – 61 тысяча, Молдавия – 56 тысяч и Казахстан – 49 тысяч. У нас до 30 апреля карантин, самоизоляция, мы не можем выйти на работу. Нам надо оплачивать каждый месяц 5350 рублей. Если мы не оплачиваем... Наблюдатель отмечает, что на нелегальном положении эти мигранты оказались непосредственно из-за принятых российскими властями карантинных мер во время пандемии. Оставшись без работы и средств к существованию, мигранты не могли оплачивать патент, как и не смогли покинуть территорию России по причине закрытых границ. Amnesty International призвала Россию не высылать на родину задержанных участников акции в защиту Иззата ОМОНа. Власти России должны отказаться от депортации на родину по меньшей мере 17 граждан Таджикистана, задержанных в ходе мирной акции протеста в Москве 2 апреля. Об этом пишет Радио Азади со ссылкой на заявление международной правозащитной организации Amnesty International. Неравнодушные таджикистанцы, в основном трудовые мигранты, приняли участие в мирных акциях протеста против высылки в Таджикистан известного правозащитника Иззата ОМОНа. Российские власти должны прекратить оказание помощи своим коллегам в Таджикистане в незаконно-принудительном возвращении таджикских граждан, говорит исследователь Amnesty International по Центральной Азии Мэйзи Вайхердинг. По ее словам, гражданам Таджикистана в России отказывают в праве оспаривать решение суда об их депортации. Правозащитники также фиксируют угрозы в адрес участников акции протеста со стороны представителей посольства Таджикистана, а также оказание давления на членов их семей в Таджикистане. Сотрудники посольства требуют, чтобы участники мирной акции публично осудили Иззата ОМОНа. В противном случае, по их словам, в Таджикистане им будут предъявлены обвинения в совершении преступлений, связанных с терроризмом, сообщает Amnesty International. Власти Таджикистана регулярно используют шантаж и угрозы для запугивания своих граждан, проживающих за рубежом, считает Мэйзи Вайхердинг. Местные власти, по ее словам, угрожают своим политическим оппонентам применением насилия в отношении их родных и близких, находящихся на родине. Содействуя и поощряя принудительное возвращение таджикских граждан, Кремль ставит под угрозу жизнь более десятка человек, которым на родине угрожает обвинение в терроризме за участие в акции против несправедливости, отмечает исследователь Amnesty International по Центральной Азии. В августе 2011 года правительством Таджикистана был принят закон об ответственности родителей за обучение и воспитание детей. На протяжении почти десятилетнего существования в закон периодически вносились поправки. По этому закону родители могут быть наказаны, например, за то, что они оставили ребенка без присмотра, за то, что их несовершеннолетние дети пошли в мечеть, или даже за то, что отправили детей в школу с мобильным телефоном или планшетом. Радио Азади попыталась разобрать, насколько эффективным оказалось принятие такого рода закона, побеседовав со сторонниками и критиками этого закона. Авторы считают этот закон очень важным для воспитания ребенка, как развитую духовно и грамотную личность.
Например, председатель комитета Маджлиси Намаяндагон по науке, образованию, культуре и молодежной политике Насиба Содики сообщила радио Азади, что родители из-за боязни крупных штрафов и уголовной ответственности стараются как можно эффективнее исполнять требования закона. Опыт показывает, что сами жители поддерживают этот закон, и теперь в результате реализации этого закона ответственность за воспитание детей возложена и на них, а не только полностью на школу и преподавателей, отметила чиновник. Доктор юридических наук Шокирджон Хакимов считает, что этот закон не может и не должен детально регулировать все вопросы, связанные с воспитанием и развитием подрастающего поколения. И без этого родители знают свои задачи и миссию в воспитании детей. Это восходит к нашим многовековым традициям. Однако, возможно, что в некоторых случаях плохое поведение детей может быть вызвано социально-экономическими и культурными факторами. Тогда для таких случаев есть Уголовный кодекс или Кодекс об административных правонарушениях. Но мы вновь и вновь принимаем законы, которые на самом деле неэффективны, отмечает ученый. За нарушение закона об ответственности родителей за обучение и воспитание детей предусмотрены штрафы для родителей в размере 120 самани. Власти заявляют, что в 2020 году судами было рассмотрено свыше 13 тысяч дел об ответственности родителей. Почти 6 тысяч граждан получили предупреждение, а еще 7,2 тысячи оплатили штрафы в размере 1,1 миллиона самани, 96 тысяч долларов. Редакция Хабархо попросила прокомментировать ситуацию с данным законом Шакирхона Дамулло из Душанбе. дар маҷмӯъ барои ҳеҷ як сокини Тоҷикистон пӯшида нест. Вообще ни для кого из жителей Таджикистана не является секретом, что цель принятия закона об ответственности родителей за обучение и воспитание детей – это противодействие исламскому возрождению в нашем народе. В силу того, что изначально закон принимался в спешном порядке, поэтому в него периодически вносились поправки. В первую очередь, этот закон был направлен на то, чтобы воспитать подрастающее поколение в духе патриотизма и национализма. Данный закон запретил детям до 18 лет посещать мечети и получать религиозное образование. И это дало свои результаты. В несколько раз возросла преступность среди молодого поколения, чей духовный и интеллектуальный вакуум быстро заполнили западные ценности. Наши дети стали похожими на русских, считает Домулло. ва зеҳнии онҳоро арзишҳои ғарб бо зудӣ пур кард. фарзандони мо мисли русҳо шуданд. 120 сомона бурова 220 сомона бурова ҳамин симкати кашидим дистшибдаги ҳамин пуло ахир дағалтид баъд симкати кашидим ва харидим корчакати задура